Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто в ближайшее время, я буду смотреть на месяц, вы можете загадать свой срок, будет активно проявляться к вам. Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя, так и спросите, кто в ближайшее время будет ко мне активно проявляться. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что скрыто, и то, о чем мы желаем услышать, узнать. Так. Девчонки, ждете ли вы мастера к себе домой? Шучу, конечно, да, но здесь какой-то профессиональный момент идет, да, и человек мастер своего дела. Это может быть ремонтник, может быть там мастер по холодильникам, не знаю, там по печкам, может быть человек, который будет оказывать вам какие-то профессиональные услуги, может быть это врач, может адвокат. Да, не знаю, может даже полицейский, да? То есть здесь идет человек с мастерством в руках. Он для вас что-то будет делать. Одним глазом, значит, он будет делать свое дело, а другим глазом он будет смотреть на вас. Каким-то хитрым образом этот человек завладеет вашей личной информацией в плане того, там, сколько вам лет, как вас там точно зовут, ваше семейное положение. Но даже если вы замужняя дама, вот поверьте, его это нисколько не смутит, а наоборот распалит. Значит, этот человечек даже может в момент вот вашего общения вести себя достаточно сдержанно, скупо, но при этом в глазах девочки все будет видно. Вот этот интерес, и знаете, как кот на сметану будет на вас смотреть. Пройдет время, и этот человечек начнет к вам стучаться в телефончик, да, либо там где-то в социальных сетях он вас найдет. Либо поступит более хитрым образом. Тут человек прям планы будет какие-то строить. Может быть, там объявится через время, там назначит вам встречу, либо скажет, что нужно там что-то доделать, досмотреть, переделать, уточнить и прочее. Значит, будет всячески к вам набиваться. Но делать он это будет как-то, знаете, так, половинка на четвертинку. Почему? Потому что вы дама очень строгая, вы дама очень такая серьезно выглядящая, может быть очень даже перспективная, ресурсная. Человеку будет важно понимать изначально, да, есть интерес или нет. То есть ему-то тоже как по-человечески будет страшно, если вы ему там откажете или куда-то пошлете. Значит, человек будет пытаться как можно чаще с вами как-то соприкасаться, общаться и, конечно же, как-то вот прям приударить за вами. Ну так, чтобы вы особо этого и не поняли. То есть здесь какие-то хитросплетения какие-то у этого человека, какое-то странное поведение. Я думаю, что вы еще своим подружкам будете говорить, он какой-то странный человек, странно себя так ведет, вообще не понимаю, что это такое, о чем бы это говорило. И ваши подружки будут пожимать плечами, говорить, да вроде как бы на влюбленность не похоже, на то не похоже. Ну, Бог его знает, да, то есть что-то такое будет у вас происходить. Значит, девочки, будет за вами подслеживать, причем подслеживать достаточно серьезно, да, потому что и намерения у него тоже, знаете, такие прям образуются, может быть, и не в брак вступить, но хотя бы там общаться и встречаться. То есть профессиональная какая-то сфера у нас первая вышла. Второй момент. Если вы в отношениях, ваш мужчинка начнет вас ревновать. Причем ревновать как-то, знаете, может быть даже и без повода, без причины. Об этом он вам говорить не будет. Для него будет очень важно получать ваше одобрение. И через вот это одобрение он будет понимать, что да, все,
Конкуренции бояться мне не надо. Полностью моя, мне доверяют, и я ей, значит, должен доверять. Мужчина может какие-то подарки вам делать, какие-то приглашения, да, куда-то ходить, какие-то ваши даже мечты и хотелочки исполнять. Может быть, там давно вы денежку просили там на какую-то услугу, не услугу, а да, процедуру косметическую, либо какие-то там сапожки себе присмотрели, итальянские, да, и он всегда говорит: да ты что, это же так дорого, нам сейчас не нужны сапожки и прочее, прочее. А то вдруг раз возьмет, там, либо сам купит, либо денежку вам даст. Ну, то есть вы заметите. Значит, девочки, пользуйтесь ситуацией, пользуйтесь. И мужчинку раскрутите на более какие-то активные, полезные действия в вашу сторону. А вы почувствуете себя просто вот императрицей, королевной, понимаете, вот как он будет стараться. Приревнует, да, приревнует, но вам ничего не скажет. Наоборот, будет стараться выслужиться. Дальше, моя милая. У кого-то по соседству молодой паренек, либо сосед, либо коллега. Молодой паренек, разница тут конкретно идет. Может так отыграться, что он по возрасту, как вы, но ведет себя действительно как ребенок. Да, вот такой вот несерьезный, шалтай-болтай, вот похоже. Либо действительно это будет очень молодой парень, который только лишь становится на ноги, да. Начнет активно интересоваться вами, вашей жизнью, навязываться вам в компаньоны, в собеседники. Ну, достаточно такой приставучий элемент. Я не знаю, как вы будете реагировать, но честно скажу, приятного будет мало. Потому что вы этого мужчину то ли не рассматриваете на роль там партнера жениха, то ли вот у вас какие-то свои к нему будут ощущения такие, но больше как дружеского характера, да, вот любовных вы с ним вообще не хотите. Но мужчина достаточно активный, он будет как-то вас там провожать, встречать, не знаю, там ждать, пока вы выйдете. То есть такой липучий, приставучий, девочки. Ну что, любовь, она такая, заставляет мужчин становиться, превращаться, вернее, в присоски. Ну, так тоже бывает. Значит, девочки, с одной стороны будет как-то, а с другой стороны, а почему бы и нет, понимаете? Он вас там комплиментиками всякими, какими-то веселыми шутками, прибаутками будет вас развлекать. В принципе, неплохо. Наслаждайтесь его вниманием, если не хотите, так и не хотите, да. Он дальше там, чем слово, не пойдет. Вот это я точно вижу. Так, у кого-то из девочек, мужчина на работе, начальник, я так понимаю, мужчина гораздо старше, чем вы, либо более статусный, чем вы, и мужчина полный. Вот главная отличительная черта – это то, что он такой в теле, мужчина в теле, 100% женатый, начнет к вам подкатывать свои горошины, в прямом смысле слова. То есть там какой-то и харассмент может быть, и признание, да, признание, что все, хочу, не могу, хоть плачь. Значит, девочки, вы все у меня умненькие, все взросленькие, ну что мне тут вас учить, да? Если это в ваших интересах, тут карты в руки. Если мужчина прям аж до дрожи, да, до вот рвотного позыва, тогда, девчонки, нужно за себя будет постоять, причем он боится очень огласки. Очень будет бояться огласки, что кто-то что-то узнает, там разговоры пойдут, там, не дай бог, до жены дойдет, да, там его сковородочкой дома приласкает. Вот можете на этом сыграть, почему и нет. Но мужчина прям, да, у него очень сильное вот это сексуальное желание к вам, что прям и все. Вот. Куда дальше это все заведет, песок не показал. Но честно, думайте сами, выбирайте сами, я говорю, что вижу. Этот мужчина идет как такая, знаете, не обижайтесь, пожалуйста, но он идет лягушкой. Лягушка – это, конечно, такое создание не совсем малоприятное, да, особенно в любви. Но тут, знаете, в отличие от сказки, да, в принца прекрасного он не превратится. Скорее получит свое и дальше поскачет, да. Либо на постоянной основе будет вашим, например, там, любовником, да. Если у вас есть такие потребности, да, а что, мы все взрослые, что тут юлить, да, то, пожалуйста, может быть. Но будьте готовы к тому, что он будет очень осторожный, будет очень бояться. Вас, может быть, это будет раздражать, да, что вот ты вроде взрослый дядька, ведешь себя как будто бы там школьник какой-то, да, который там за школой стоит и курит. То есть будет немножечко не камильфо.
Так, еще из активно проявляющихся. Как ни странно, здесь идет девушка. Девушка молодая, ну, по возрасту где-то как, ну, может быть, чуть помладше, чем вы. Очень наивная, светленькая, светловолосенькая, может быть, крашеная. И у нее глазки светленькие. Вот эта девушка, она, да, начнет тоже активно проявляться в плане дружбы. Может быть, вы не хотите новых подруг, может быть, вам это совершенно не интересно, но девушке вы это и будете как старшая, вот как, даже если вы одного возраста, вы ей будете как старшая подруга, как наставница, как учительница, не знаю, как гуру даже какой-то. Вы этой девушке очень нравитесь в плане вот человеческом, как вы там выглядите, одеваетесь, как вы живете, чем вы там занимаетесь, да, она будет с вас, ну, не то чтобы пример брать, а просить ваших советов, ну, как бы обращаться к вам по поводу их бес. Ей очень хочется с вами дружить. Вы ей очень приятно, вот именно по-человечески. Стоит ли вам с этой девушкой общаться, ну, дружить, да? Ну, я ничего плохого в этом не вижу, потому что девочка, ну, действительно светленькая, не только внешне, но и внутри, то есть хороший, добрый человечек. Почему и нет? Кто знает, как жизнь повернется, может быть, она для вас что-то очень хорошее, полезное в будущем сделает. В любом случае, хороших людей не надо футболить. И, в принципе, что у вас не найдется пару минут с ней там пообщаться, привет, пока, что-то ей сказать, либо как-то поддержать беседу. Найдется, конечно, не надо ее футболить. Так, еще активно кто начнет проявляться. Ну, тут какой-то... Какой-то мужчина странной наружности, я не могу понять. Он вам интересен, вы ему тоже интересны. Но мужчина как-то, вы его как будто бы не знаете, как темная лошадка. Может быть, он действительно очень темненький, может быть, даже какой-то иноверец, иностранец. Значит, может быть, это в интернете, может быть, и лично, не могу сказать. Но там вообще все будет как-то мутно и непонятно. Очень много подводных камней, очень много вас будет смущать в этом человеке. Но он начнет там, знаете, как закидывать удочку, причем достаточно активно. Вот, но вы решайте сами, делайте сами, потому что здесь развитие не показано. Могу сразу сказать, что это на какой-то короткий период, потому что между вами очень короткая дорожка выпадает. То есть где-то, может быть, там месяц, 3 максимум, да, вот это ваше общение будет происходить. Что мне не нравится? Мне еще не нравится, что здесь какой-то соперник либо соперница расставит вам ловушки. Если вы себя узнаете, если вы знаете, что кто-то с вами конкурирует, либо у вас, в принципе, есть какие-то конкуренты, может быть, там зложелатели, злопыхатели. Здесь однозначно будут ловушки, причем несколько, это не одна. С этой стороны у вас острая ситуация, с этой острая ситуация. И вам эти ловушки выставляет женщина. Женщина, понимаете? Может быть, вы с ней конкурируете по работе, может быть, по каким-то важным делам. Значит, постарайтесь так, чтобы к вам нельзя было близко подойти, либо подкопаться под какое-то ваше дело. Потому что запросто может какую-то гадость сделать, либо слухи распустить, либо ну, вовлечь вас, да, в какую-то неприятность. Будьте аккуратны. Вот она активизируется. Активизируется по той причине, что у нее сдают нервы. Она проигрывает, она понимает, что она теряет. И поэтому ей захочется каких-то вот активных, агрессивных действий. Ну, я вас предупредила, вы все свою ситуацию знаете. Будьте поаккуратнее именно с этим человеком. Вообще лучше со всеми поаккуратней. Так, ну и в завершение. В завершение вот у нас под самый конец идет венец. В венце у меня двое. Девушка в красивом платье, невеста, сразу говорю невеста. А здесь мужчина, который пытается преклонить колено. Значит, девочки, ваш возлюбленный наконец-таки активизируется, причем войдет в самую буйную стадию, которая, возможно, и начнет говорить о семье, о доме, о браке. Скорее всего, будет делать приглашение, предложение и также может быть совместное проживание. То есть мужчина наконец-таки согнет это свое колено и будет вас о чем-то просить. Будет очень приятно, потому что вы, я так понимаю, давно этого ждали. Особенно девочки, которые действительно вот готовятся стать невестой, женой. Для вас это будет особенно приятно, потому что очень долго ждете. Ну вот звездочка загорелась над вами, да, время пришло. Время серьезных перемен в жизни. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.